Сельское хозяйство – одно из важных направлений экономики в республике. Наряду с развитием туризма интерес к нему и увеличивается. Институт сельского хозяйства занимается сохранением уже выведенных сортов и адаптацией этих видов к новым условиям. Более подробно об этом поговорим в студии со старшим научным сотрудником Института сельского хозяйства Георгием Пантия. Георгий, мы рады вас видеть в нашей студии. Да, это взаимно. Я тоже очень рад. Здравствуйте. Начнем, наверное, с последних новостей. Во время визита министра сельского хозяйства России в Абхазию речь шла о товарообороте сельхозпродукции между Абхазией и Россией. Для увеличения товарооборота, по мнению министра сельского хозяйства Абхазии Джопо, нужно наращивать объемы производства, восстанавливать и развивать разные отрасли сельского хозяйства, в том числе субтропическое плодоводство, выращивание чая, ореха и так далее. Над чем вы сейчас работаете в институте? Мы работаем конкретно над тем, чтобы, например, реализация вот тех планов, которые озвучил наш министр, да, получается, конкретно если разделим каждую культуру и по каждой понемногу поговорим. Да, тут приоритетные направления. Да, приоритетное, конечно, для наших условий это субтропическое плодоводство. Субтропические культуры, что у нас? Это цитрусовые культуры, это наши фейхоа, наши киви, это хурма. Вот эти все те культуры, именно которые растут непосредственно в нашем климате. Те культуры, которые растут, например, в средней полосе России, где-то в частях России, понятно, они тоже у нас есть. Это, например, конкретно яблони, груши, они у нас есть. И институт занимается ими тоже, и сохранением тех всем известных, даже про яблоню, если говорить, сухумское, шампанское, это с детства наши любимые сорта. Мы этим тоже занимаемся, но в приоритете, конечно же, это именно субтропические культуры, которые могут расти только у нас. Почему? Потому что у нас есть рядом рынок, на который все мечтают попасть. У нас есть российский рынок. И мы там, наши субтропические культуры, они всегда востребованы, они всегда нужны. Получается, можно увеличить как? У нас очень много, возьмем цитрусовые культуры, да, у нас очень много полей, участков, высаженных еще с советских времен. То есть этим садам уже по 70, по 60 лет. Получается, что вообще сроком для цитрусовых оптимального плодоношения считается где-то 35-40 лет. Получается, уже так на убыль идет их плодоношение, то есть их надо обновлять. Институт занимается подбором новых сортов, которые более стойкие, более устойчивые к разным заболеваниям, которые созревают в определенный период. Мы занимаемся как? Получается, что в советское время были определенные разработки произведений, например, были выбраны основные 3 сорта цитрусовых культур. Да, это получается карликовые, среднерослые и высокорослые, да. Мы из тех разработок берем то, что было уже наработано, уже очень много лет люди работали, и мы дальше сейчас подбираем новые разные сорта. Климат, он же меняется немножко, и мы подбираем именно такой цепочкой, чтобы плодоношение шло. Это удобно для сбора, это удобно по срокам. И растянуть по времени. И растянуть по времени, да. Сейчас у нас в народе очень популярны ранние сорта цитрусовых. Я всегда это везде говорю, что у нас получится, что мы на российский рынок не сможем уже под Новый год, как в Новый год привыкли в России все мандарины, под Новый год, елка, ностальгия такая, да? И сорт... Со временем может произойти такое, что из ранних сортов мы не сможем в декабре поставлять мандарины. Да, мы не сможем к этому. И мы постоянно... у нас есть те культуры, например, тот же самый сорт унши, который плодоносит как раз в такое время, чтобы попасть на российский рынок. То есть мы говорим, мы выращиваем. Есть очень много еще сортов, которые привезены с разных стран. У нас есть большая коллекция, но об этом, наверное, мой коллега больше расскажет. Это его прерогатива, это Дима Сабеки, это его, да. Дмитрия Сабеки мы отдельно будем приглашать в нашу студию. Обязательно поговорим о бананах, папайе, которые сейчас пытаются выращивать. И эти все культуры субтропические наши, они все у нас в коллекции есть. И их мы высаживаем, и тоже, это есть селекция. Мы смотрим, какая культура, как она растет, в какое время она созревает, и мы дальше уже можем рекомендовать эти все наши разработки. Моя конкретная тематика, она звучит как защита растений. Получается, что я занимаюсь конкретно защитой. Даже те самые, то, что вы сейчас озвучили, бананы и папайя, мы, новые совершенно культуры, у нас там в течение года они такие огромные уже плодоносят, но интерес в чем?
понятно, как урожай, как они все у нас покажут. Но вот по моей теме, у меня конкретно защита растений даже. Вот сейчас там появились новые вредители. И вот мы Выдержат ли изучаем, они такую атаку? да, выдержат ли они такую атаку в наших условиях. И вообще вот удивительно, да, казалось бы, новая культура, откуда могут быть вредители. Но, к сожалению, так оно все происходит. И мы вот занимаемся защитой растений. Мы смотрим, мы вот даже среди этих сортов и бананов, и папайя, там можно выделить более лучшие сорта, которые уже себя проявили. Кто-то лучше плодоносит, кто-то менее устойчивый, кто-то больше устойчивый. Уже даже там годичный опыт, казалось бы, только что, даже еще год целый не закрыт. И вот то же самое направление и по всем культурам. Высаживаем, смотрим, что устойчиво, что какое время плодоносит, и дальше идет в разработку, дальше уже переходит на роды. Как бы вот такая вот задача. Георгий, вы про ранние сорта мандаринов сказали, но это же тоже не случайно происходит. Почему люди переходят на эти сорта? Потому что, как говорят некоторые фермеры, производители и так далее, они говорят, что на российском рынке более востребованы ранние сорта. Тогда вот рынок не завален импортной продукцией из Китая, там, из других стран, поэтому абхазские мандарины могут занять эту нишу и выгодно можно продать. Поэтому в декабре, если это сложнее сделать, то там в октябре, когда созревают ранние сорта, Ну, в октябре, да, легче продать. Вот такая позиция, насколько вы с ней согласны? Я считаю, что наши вот конкретные условия позволяют нам вырастить все вот в 3 периода, все сорта позволяют вырастить. Просто проблема в том, что у людей вот очень часто вот в России наши друзья, близкие, да я сам тоже попадал, вот очень часто бывает, вот лежат все на прилавке мандарины, их, ну, мы-то визуально знаем свои мандарины, мы их выращиваем, мы их знаем. А визуально они вот лежат, и мы отличия видим, а написано везде абхазский мандарин. Такое, к сожалению, оно есть. И бренд надо защищать. бренд вы это надо, имеете? наш бренд надо защищать, потому что это реально то, чем мы... Ну, у нас российский рынок ближе, вот все конкуренты, которые есть вокруг, наш российский рынок нам гораздо ближе. И чтобы, ну, проблема в чем еще? Вот эта вот цепь определенная, ранее, оно всегда хорошо, потому что у тебя вот меньше рисков для морозов. То есть ты собираешь быстро. И еще ты знаешь те сроки, когда привозят извне продукцию на российский прилавок, да? И получается, что наши мандарины, они вот именно ранние сорта, они одни из самых первых, и за это их ценовая политика другая, конкуренции меньше, потому что есть такие моменты. И за это наши говорят, ну, крестьянину, ему сейчас вырастить, и надо денежку заработать, потому что на самом деле даже, казалось бы, цитрусовая наша культура, климат все благоприятный, но расходы есть. И хочется своевременно получить доход, и он уже спокойный в зиму готовится к новогодним праздникам. Как бы для человека это проще, конечно. Но если в долгосрочной перспективе, то вы советуете, конечно, разные сорта. Обязательно. Чтобы Обязательно. высаживали. 3 срока созревания должно быть, потому что это и ранний, и среднерослый, и поздний. Это обязательно. К этому мы скоро... Мы уже приходим, идем к этому. Все уже это осознают. Я думаю, у нас очень перспективные субтропические. То же самое и хурмы касается. У нас сейчас очень много разных мини, можно сказать, фабрик дома открывается, где-то посушки, пастила очень много делают. Это что касается и инжира, и вообще из чего только не делают. Это очень все выгодно. Малые наши производители очень ведут эту работу хорошую, и это тоже как наши красивая упаковка, написано, что это наши, приятно видеть, мы сами местные, я сам его покупаю. И... Согласна с вами, но это и туризм позволил Конечно. вот так поднять такое производство понемногу. Конечно, вообще в современном мире сейчас очень сильно вот развитие сельского хозяйства у нас не может быть отдельно от туризма. Я считаю, что должно быть оно идти все вот так очень рядом и параллельно, потому что агротуризм, он очень популярный на сегодняшний день. Это когда турист имеет возможность прийти на определенное место и увидеть, как растет культура. Даже те же самые вот сейчас даже можно увидеть лимоны, как красиво растут. Ну просто ни один турист не обойдет этот куст, это дерево, он подойдет, всегда сфотографируется. Это красота, экзотика. И агротуризм — это именно то направление, которое у нас в Абхазии сейчас, я считаю, что первым долгом надо развивать, потому что отдельно сельское хозяйство, ну, ему надо больше вот внимания уделить. И вот в этой сфере надо побольше, чтобы были такие участки, где люди могут увидеть конкретно наши культуры, как плодоносят.
У нас как-то была конференция в нашем НИИ, и с России приехала делегация. У нас по факту уже вот чуть даже позже, только в зимний период было, ничего не было, и была хурма. Вы не поверите, все вокруг этой хурмы, столько фотографий, столько всего. Привычная для нас хурма. Но вы знаете, Да. вам не кажется, что сейчас такое новое направление для внутреннего туризма появится в вашем институте, и все хотят посмотреть, как растет папайя? На Не, самом, не приезжают к вам смотреть? на самом деле очень, очень многие хотят, да, и очень многие приезжают, смотрят наши тоже блогеры, снимают разные репортажи такие интересные. Я думаю, что да. Вот удивительно, казалось бы, вообще, что в наших климатических условиях это все возможно. Просто вот наше руководство такое вот активное, захотели и сделали. И некоторые эксперименты вот такой удивительный да, результат вот такой дают. удивительный результат они приносят. А какие культуры, на ваш взгляд, вот на первый план выходят? Потому что когда-то, когда начали выращивать киви, это тоже было таким прорывом. Вот новая культура появилась, она может даже вытеснить цитрусовые, я помню, даже так говорили. Но сейчас, как мы видим, киви не так пользуются спросом, и как экспортная позиция тоже. Я не слышала о том, чтобы киви экспортировали. Какие культуры сейчас на первый план у нас выходят? Ну, первый план это, конечно же, цитрусовые наши культуры. Все, По-прежнему в числе лидеров. По-прежнему в числе лидеров, конечно же, цитрусовые. Фихуа очень востребованы. Фихуа востребованы, хурма востребована, инжир. Просто инжир — это та культура, которая, она быстро портящаяся культура, да, и даже в момент созревания ее, если будут какие-то осадки, она тоже сразу свою товарную продукцию теряет. Вот эти вот культуры, они очень востребовательны. Может, я сейчас что-то упускаю, хурма, это... Ну, фейхоа действительно по экспорту даже видно сейчас, Да. что вот как бы выходит на такие топ-3, что ли. А почему так? Почему именно вот фейхоа, хурма? Казалось бы, киви тоже его и транспортировать легко, и выращивать не так сложно. Почему не занимают вот эти лидирующие позиции? Почему одни пользуются спросом? Киви выращивать несложно, но очень трудозатратно изначально. Высадить киви просто как дерево не получается. Это такая культура, она как лиана плетется, и для него надо определенные сооружения сделать. Это могут быть Т-образные, шпалерные разные, и это очень дорого. Это очень дорого, это очень затратно, и вот из-за этого вот такого интенсива по высадке полей киви нету. И для киви очень важным является капельное орошение. В летний период, засушливый период, не будет формирования урожая. И вот это все накладно, дороговизна получается. Сейчас металлические конструкции, они очень дорогие, и очень трудно это делать. И вот с этим вот большие проблемы. Специфический уход? Специфический уход, да. Но на сегодняшний день в Абхазии, конкретно опять если идти в мою тему по защите растений, две культуры, это вот киви и фейхоа, которые в защите практически не нуждаются. Практически. Все культуры уже нуждаются. Раньше у нас и хурма не нуждалась, но сейчас уже и хурма нуждается. Фундук, у нас с фундуком проблемы тоже имеются. Почему? Потому что вот очень фундучные поля наши очень заболевают разными грибными и вредителями, и трудоемко их тоже обрабатывать. С фундуком тоже у нас вот проблемы имеются. Но изначально, когда цитрусовые высаживались, тоже лет 20 их никто не обрабатывал. Но потом вредители То есть узнают. возможно, что и вредители фейхоа тоже появятся? Возможно, что появится. Самый экологичный сейчас получается фрукты — это фейхоа и киви, которые не требуют специальной обработки, как вы сказали. Вообще, в плане экологии, если говорить, вот конкретно по защите растений, мы работаем над тем, чтобы у нас вот все культуры, которые выращиваются, были экологичные. Мы работаем как? Мы вот интенсивные обработки, которые ведутся, мы их стараемся нагрузку уменьшить. Как мы это делаем? Вот людям всегда объясняем, всем говорим, что не надо уже, когда дерево полностью поражается какой-то каким-то заболеванием или вредителем, тогда уже только химзащита получается, ничем не справишься, да? Можно заранее это все предотвратить. Как? Элементарно, просто часто обследовать свой участок. Чем чаще ты его обследуешь, тем ты вот заранее... Точечно выявлять. Даже та самая американская белая бабочка, она у нас всегда засушливый период, всегда есть.
Первую, если зафиксировать, первое, можно веточку просто маленькую срезать, сжечь ее где-то на участке, убрать, все, ты уже чистый, получается, у тебя участок, да, а когда она уже запускается, ты же не получится все То есть дерево. химикат. Минимизировать Да, можно воздействие. минимизировать даже этим элементарно. Есть биопрепараты, которые на ранней стадии работают, когда вот определенный порог не превышается вредителя. Есть очень много тонкостей и нюансов, которые у нас в НИИ всегда, любой человек, который придет, всегда будет оказана консультация, как правильно посадить, как обработать. Мы всегда это расскажем, покажем, мы для этого открыты. Ну и взаимодействие с российскими учреждениями у вас активное происходит. Мичуринский сад заложили в Абхазии на территории вашего института и высадили уникальные сорта садовых культур. Это особенный сорт жимолости, названный даже Абхазией, да? А главная задача этого проекта — распространение российских селекционных достижений и создание генофонда именно плодовых культур, и формирование селекционных школ между Абхазией и Россией. Давайте немножко об этом поговорим. Чем готовы помогать вот российские школы? Первую очередь, например, есть такие культуры, вот как вы сейчас назвали жимолость, да, она для нас абсолютно новая. То же самое и было, в принципе, и с голубикой тоже. Вот конкретно есть специалисты, которые с этой культурой уже много работают, да, получается, что у них есть определенные свои наработки. Они с этим делятся с нами. Если наша эта культура будет успешна, и если она у нас себя хорошо зарекомендует, то уже есть определенные, даже вот сам я тоже учился в России, у нашего института был договор, вот я в Сочи аспирантуре учился, да, и я бесплатно учился. Это уже большая поддержка, большая помощь. И вот эта новая культура, если она себя покажет хорошо, уже мы можем молодые кадры наши, конкретно, чтобы по этой культуре, не чтобы мы постоянно наших коллег с России приглашали, а уже можем своего специалиста обучить. И всегда с российской стороны есть на это помощь. Мы можем обучить своего специалиста, и уже у нас в Абхазии будет специалист конкретно по вот определенной культуре, по новой культуре, которая вот нам надо выращивать, и есть человек для этого. Это же хорошо. А вот Это создание генофонда плодовых культур, объясните для наших слушателей, зачем это нужно? Генофонд — это есть маточные культуры, с которых можно брать материал для дальнейшего их размножения. Генофонд — это есть... То есть образцы, вы будете выращивать образцы? Конечно, определенные образцы, с которых мы будем выращивать. Это еще по-другому их называют маточные. То есть это материнское, получается, дерево, откуда дальше будет размножение этого сорта, конкретного сорта дальше. Насколько сейчас люди активно к вам приходят, просят совета, потому что в сельском хозяйстве очень важен научный подход. Даже вот про киви вы говорите, очень важно, где выращивается, в какой местности. Анализ почвы очень важно делать. Насколько люди к этому вот подходят вот, серьезно? Вы знаете, я вот наблюдаю очень большую тенденцию в том, что вот люди, которые сейчас хотят заложить какую-то плантацию, например, да, любую культуру, какая бы она ни была, они всегда у нас в институте еще и делают, есть лаборатория агрохимии, где производится анализ почвы. И очень все чаще и чаще люди не хотят на свой страх и риск производить какие-то затраты, высадки, они всегда обращаются, и прежде чем уже вот культура такая появилась, что вот люди начали знать, что надо сделать анализ почвы. И люди делают анализ почвы, потом, исходя из рекомендаций, дальше уже идут посадки. То есть мы узнаем, что нашей почве не хватает, кислотность какая. Есть определенные культуры, и для каждой культуры есть свои тонкости. То есть каждая структура почвы кто-то любит, кто-то там кислотность любит, кто-то вот... И вот это вот все, вот много вопросов позволяет решить просто вот один раз прийти вот в лабораторию агрохимии нашу, обратиться, образцы выезжают, забирают, и вам все расскажут, уже упрощает. То есть более эффективный делает труд. Конечно, людей в селе. Более эффективный делает труд. Также еще по защите растений обращаются люди. Бывает там где-то кто-то мотается, номера телефона есть, бывает по WhatsApp присылают. Если что-то непонятно, мы можем... Видеозвонок сейчас можно сделать? Да, без проблем вообще обращаются. Чем можем, всегда поможем. Потому что даже вот на сегодняшний день по химпрепаратам, если говорить, рынок химпрепаратов, он огромный. Очень много ассортиментов. Если в советское время это были там, это все убивает, это все там, все вредители убивают, это все грибное убивает. Сейчас такого нету. Сейчас на каждого вредителя есть определенный
определенные препараты. И простые люди не обязаны в этом разбираться. И когда они обращаются, мы всегда им скажем, может быть, название, в принципе, разное, но действующее вещество одинаковое, и зачем тоже и переплачивать. То есть есть много нюансов, которые мы всегда поможем, мы всегда открыты для этого. Я знаю тех, кто сейчас через интернет самостоятельно пытается какие-то лечения растений проводить. Как вы к этому относитесь? К этому я отношусь, если честно, очень плохо, потому что у нас, вот если, например, я рекомендую человеку, как обработать, какие дозировки, да, я исхожу, во-первых, из Реальной картины? из реальной картины, из рекомендаций, которые даются каждому препарату, да, и к нашим климатическим условиям. Есть препараты, которые, например, в России могут работать с определенной дозировкой, а у нас они работают с другой дозировкой. То есть это может меньше, может больше. У нас влажность воздуха очень... Либо более агрессивные. Либо более агрессивные. Конечно, у нас еще грунтовые воды очень близко находятся. Получается, что эти химпрепараты после смывания дождем могут и загрязнять грунтовые воды. А это наши речки. У нас везде водоемы, везде все рядом. У нас вообще туристическая зона. Нам очень с обработками надо быть очень аккуратными. У нас, кстати, это одна из тоже моих больных таких тем. Я вот считаю, что в Абхазии нам необходимо сделать список разрешенных препаратов на нашей территории. Он есть в каждой стране, он есть везде. И я считаю необходимым сделать его под наш регион, потому что у нас сегодня какая картина? У нас завозится с разных мест, непонятно откуда что, и не всегда оно все соответствует тем нормам, которые нужны. Это... Больше вреда, чем пользы может быть. Да. Георгий, а вот по поводу чая сейчас в последнее время стали поговаривать, да, постепенно. Я еще помню, несколько лет назад вообще говорили, что это культура бесперспективная, что надо выкорчевывать плантации. Сейчас же, наоборот, все больше с таким оптимизмом про чай говорят. Как вы к этому относитесь? Видите ли в этом перспективу? В чайной культуре? Я в чайной культуре вижу перспективу, и перспектива заключается в том, что и чай можно сделать так же, как и цитрусовый, нашим брендом. Абхазским чаем можно его сделать. И разработки тех же самых советских ученых, которые есть, и те сорта, которые были выведены, даже всегда привлечение каких-то новых сортов и экспериментов, оно занимает очень больших таких, трудоемкое, очень такое дело получается, да. Даже если без этого, без этих всех затрат, даже исходя из тех разработок, надо с чего-то начинать. Я считаю, что надо чай, потому что даже вот сами мы местные, вот элементарная культура употребления чая, она у нас имеется, и тот чай, который на нашем рынке... Ну, удивительно, что мы импортную продукцию потребляем. Удивительно, да. Мы могли бы... У нас, сами знаете, сколько плантаций у нас было заложено. И я очень ценю ту работу, которую вели раньше. Потому что не напрасно были столько заложены плантаций в наших зонах климатических разных районов Абхазии. Но это была советская экономика. Мы же и сыр тоже импортный потребляем, и кукурузную муку уже тоже в большом количестве Всё потребляем. сразу не получится, но от чего-то надо исходить. Вот ребята работают, Эко-чай Абхазии, прекрасная у них работа. Вот, кстати, про агротуризм тоже. И туристы приезжают, сфотографируются, все красиво, все... Опять же, это туризм подтягивает не то, чтобы эта продукция экономически, да, если бы вот туристов, допустим, не было бы, эта продукция вот на прилавке, если ее поставлять, то она бы в цене бы точно проигрывала, я думаю, импортной продукции. Ведь большие производства, гигантские производства чая, и они делают себестоимость продукции очень маленькой, и сложно с ними конкурировать местным производителям. Когда у тебя продукция получается экологически более чистая, и ты это все делаешь сам своими силами, тебе приходится ценовую политику немножко, конечно, учитывая все свои затраты, повышать. А когда у тебя огромное производство и безотходное оно получается, потому что в эти пакеты механизированные, эти пакетирования этих чаев, там неизвестно, что внутри, конечно, он будет удешевлять, и конкурировать с ними сложно, но я считаю, что свою нишу в любом случае наш чай он всегда найдет, потому что кто один раз его попробует, уже не вернется к тому.
вкусовые преимущества. Георгий, последний вопрос, очень коротко, про орех. Вы сказали, что болеет орех, и может ли быть такое, что мы потеряем вообще эту культуру в будущем? Мы можем потерять эту культуру, если не помочь тем производствам, тем людям, которые производят его. Им надо будет помочь, и помочь не только консультацией, но и с препаратами, с обработкой, со всеми. Это, я считаю, тоже одно из очень перспективных культур, потому что весь орех у нас основной вот производитель, Турция рядом с нами, и по факту мы должны ее производить, потому что даже если взять нашу национальную кухню, нам везде нужен орех. Да, составная часть, конечно, орех, но угроза тоже серьезная. Будем надеяться, что выход будет найден. Георгий, спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что позвали. Спасибо. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был старший научный сотрудник Института сельского хозяйства Георгий Пантия. Мы говорили о том, чем занимается Институт сельского хозяйства, как сохраняют уже выведенные сорта растений, как адаптируют эти виды к новым условиям.